идем в музей Арсеньева, по-моему, потому что выиграли билеты на Ночь музеев. Идем забирать. Если разрешат снимать, значит, мы снимаем. Если нет, значит, это видео закончилось. Здесь дорогу перекрыли, сделали пешеходный сегодня. Тут фудкорт, сцена, вечером с 7 будет музыкальное представление. И вот сам музей. Смотреть до полночи готов на пляску с топанием и свистом. Как ждет любовник молодой минуты верного свидания, пока свободою горим. Значит, билет, абонемент на 5 площадок. Стоимость услуги бесплатно. Ждем начала экскурсии. Вот это вот поздний образец, найден здесь, в Приморье, датируется примерно второй половины 18 века. В переводе с персидского «львиный хвост». Это оружие Ирана. Вы можете подойти поближе и посмотреть, прочитать дарственную надпись, которая там выгравирована. Он вместе с своими сыновьями, собственно, и основал охрану, например, абсолютно не сохранилось рукоять. У нас тоже дело в том, что на рукояти еще были золотые накладки и золотой период правления императора Павла I. Этим оружием были вооружены офицеры, причем это было не сколько оружие, сколько предмет, опять же, подчеркивающий статус. Ее отличительной особенностью, здесь не видно, но такая особенность есть, защитная грана, рычаг, и боковая часть огибается на шарнир, для того, чтобы ее было удобнее носить в повседневной жизни. Такой вот, безусловно, редчайший образец. Соответственно, на протяжении всех вот этих боев и японское оружие у нас представлено таким вот длинным мечом даки. Такого типа клинчи были широко распространены вплоть до 1600-х годов. Русский служилый человек из гарнизона Якутского острога. А нам не надо, это выполняется задание здесь. Пошли дальше гулять по музею после всех экскурсий. Ай-яй-яй. Что ты думаешь про этот музей? Рассказывай. Барахолка старые рухляди. Занимает 3 этажа. Ну, клинки есть нормальные, но в основном вот так. Винтажная коллекция бесполезной херни. Короче, если бы мы заплатили бы деньги за это, ты бы сейчас бы... Я бы не улыбался. А так мы пришли бесплатно, тебе пофигу, да? Нет, мне не пофигу, мне же немножко жаль потраченного времени. Мы сейчас пойдем в другой музей, там, надеюсь, будет лучше? Ты что думаешь? Я думаю, будет такая же херня. Главная площадь Владивостока. Погода, конечно, адская. Тут никого нет, кроме бедных голубей. Вот они. Сделай довольно счастливое лицо. Мы идем в следующий музей. Кто у нас тут? Котики. Мы идем в музей города Владивостока.
дали вот такую вот брошюру, в которой указаны локации, которые можем посетить бесплатно по этому абонементу. Ну, как мы видим, Сергей Алексеевич очень довольное лицо, радостное, излучает счастье, что мы наконец-то ходим по музеям. В общем, все. Вот так мы, хорошо, проводим выходной день. Триумфальная арка. И рядом музей Владивостока. Вторая локация. Вот в этих наушниках играет музыка. Понажимать нам что-нибудь? То, что будет загораться? Нет? А, такие звонки раньше были, да? Помаши рукой. И вот эта девушка просила, чтобы я ей попозировала. И фотографирует. Какой год там написано? Пропущенные при въезде в СССР. Какой год? Регистрирован. Блин, его знает. Давно это было. А их, интересно, можно сживать? Здесь такие шкафчики, можно подойти. Открыть, допустим, комендант крепости. Фотография. Обязанности. Кто был. И награды. Секретно. Здорово! Джон Гариков нет? Джон Гариков. Это точно климатическая зона никак. Тупик, да какой-то? Кто это? Ой, вот этот поросенок прикольный. Привет, желтый. Похоже, глаза прям хорошо идут. Мяу. Ну, рассказывай впечатление об этом музее. Ну, здесь тебе понравилось больше. Ты прям такой радостный вышел. Ну, рассказывай, что тебе понравилось? Что тебе не понравилось? Ну, кроме волка, давай нормально. Вообще ничего не понравилось. А шпионские записи эти? Короче, ищу напарника, с кем буду ходить по музеям. Потому что с этим ходить не буду уже все. А вон там вот море. На этом культурная программа закончилась. Видео тоже закончилось. Надеюсь, следующее будет не через 3 месяца, а пораньше. Потому что мы куда пойдем? Потому что мы пойдем на сопку. Мы пойдем на сопку? На сопку пойдем. Да. Следующее видео должно быть с сопки. Ну, скажи пока. Да, наконец-то пока.